Бекович, вы, наверное, знали нашего великана Османа Абдурахманова. Что можете сказать? Ну, вы громко спрашиваете, что я его знал хорошо. Как можно знать человека, который намного старше меня? Мы были детьми. И здесь, в Махачкале, вот около стадиона «Динамо», здесь какой-то праздник был, его пригласили, его приглашали, ну, на торжественные мероприятия, которые проводились. Но увидели его, и, конечно, все дети бегали вокруг Османа, и я был там, наверное, в 5-6 классе учился, ну, не больше, наверное, ну, может быть, в 7, не помню я, какой год был, и видели такого гиганта Османа, ну, а потом, когда я рассказал тренеру, я уже начал тренироваться тогда по борьбе, он боролся когда с Османом вместе, не вместе, он в маленьких весах, Осман тяжеловесом за республику иногда боролся, выезжал. Ну, я допускаю, что той техники, которая сейчас была у наших тяжеловесов, нету, которые Медведя, Иваницкого, нашего олимпийского чемпиона Бахтияра. Ну, я тяжеловесов беру, и все. И который... Ну, там другая борьба была, царская борьба такая, видно, была. Но говорили он, ну, то, что он был великаном, кажется, если я не ошибаюсь, 2,12 или 2,16 ростом, сам крупный, ну, крупным носом, таким дагестанским лицом ходил среди людей, и толпами люди в Махачкале ходили, это в 60-е годы, за ним ходили, куда бы он ни шел. И сопровождала толпа людей из-за любопытства. Сам по себе же дагестанцы не очень высокого роста люди, так, среднего роста в основном. И какой гигант появлялся, ему до плеч доходили все, и все время люди сопровождали. У него хватало терпения, доброты, а мы, дети маленькие, которые бегали за ним, на обувь смотрели его, у него очень большой размер ноги был, то, что мне-то. Но когда наш тренер, молодой тренер, когда мы начали тренироваться, Армин Агаршикович Карапетян, он принес фотографию, и его, и кого-то еще одного тренера, кажется, Магомед Мухтаровича, если я не ошибаюсь, Рамазанова, он обоих руках держит так, они сидят у него на мышцах, ну, на плечах, и он так держит обоих, сидя. И держал Осман, ну, наверное, владел какой-то силой, Всевышний дал ему эту силу. Вот что в памяти у меня насчет Османа. Понимаете? Ну, был выдающийся человек нашей республики, хотя бы этим был знаменит, и больше никого похожего разговора, как Осман человека. Ну, конечно, само по себе он был очень добрый человек. Мы-то дети около него бывали. Надоедали ему мы дети, сопровождали все время. Ни разу не косым взглядом обнимал всех, которые шли люди. Сам по себе они, большие люди, бывают, видно, добрые по натуре. Не то, что люди не очень высокого роста в лице меня и других. Мы чуть-чуть горячие такие бываем, да, согласен. Говорят, что у нас большое сердце, и нарушений много, говорят, бывает. Я, когда Османа вспоминаю, мягкость его, чтобы, как он разговаривал с детьми, как сопровождали его дети. Ну, мы-то сопровождали, интересно же, просто так. Когда появился, он по улице гулял все время здесь, вокруг стадиона бывал, на какие-то мероприятия приезжал. В основном, конечно, бывал в селении, по моей памяти я говорю. Я не потому что, а то, что тренер рассказывал, как поездка, какой он добрый, чистый, от природы чистый человек был. Но был гигант, и я не знаю, там, наверное, как у них много достойных людей, и мужественных, и порядочных, и как в любом селе, как в любом районе, наверное, есть, и такое. Но люди живут в центре гор наших, река такая прекрасная течет, да и в селении, и мои друзья там много, и около речки тоже мы часто, я гостей туда приводил к друзьям. Я не хочу называть, кому около речки мы из Москвы. Красота, какая есть красота, одна из красивейших сел – это Кикуни, насколько я знаю. Но там родился наш Осман, великий человек, великий как человек, добрый, беспредельной доброты Всевышний дал ему. Ну, опять повторяюсь, ну, такого гиганта вряд ли в Дагестане будет, не знаю я, будет. Но это был Осман Кикунинский. Я даже фамилию его не знаю, потому что его зовут Кикунинский. Абдурахманов. Абдурахманов Осман, я не знал, вот сейчас услышал. А так, из села Кикуни, название села,
Это была этого великого османа, нашего гиганта, фамилия была Кигунинский, его кличку. И до сих пор, наверное, вот так люди помнят Абдурахманов Осман. Я не знал об этом поэтому. Вот то, что я в памяти помнил, это же было 60 лет тому назад, наверное, если не больше. И поэтому, помню то, что помню. Правда, я был в селе, когда открывали его зал, дворец спорта имени Османа Кигунинского. Меня друзья пригласили там, у меня много друзей, Кигуни, и главный друг там, один из главных друзей моих тоже там, из Кигуни. И пригласили, конечно, я побежал туда ехать, а что там 1,5 часа, и асфальт, дорога хорошая сейчас, поэтому поехал туда на открытие спортзала, там дворец спорта, там прекрасный дворец спорта, современные уже при советской власти построили это все. Поэтому вот что могу сказать про Османа, нашего земляка. И я знаю, что он прославил своим, Аллах дал ему то, что он прославил Кигунинский, село Кигуни, Гергебельского района, село Кигуни, Османом Абдурахманом, вряд ли его кто-то, конечно, нельзя исключать, что оттуда будут и олимпийцы, и космонавты, и что хочешь, может быть, и селение. Но Осман основоположником, как будто он родился таким селением, и он очень сильно славу Кигуни разнес далеко Осман. До сих пор это идет Осман Кигунинский. Спасибо, что вы обратились, что я мог, как мало, наверное, живых людей, которые его так хорошо помнят. Это надо в возрасте быть. Всевышний сохранил меня. Обычно средний возраст наш 60 лет. Все Алиев, великие, все Юмейн, выдающиеся люди земли ушли, а мы живем до сих пор. Вот хорошо, что хоть про Османа Кигунинского интервью пришлось дать. Спасибо. Магомед Юсупович, вы один из родственников нашего великана Османа Кигунинского. Еще вы очень хорошо его знал. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь. Чтобы сказать, что я его очень хорошо знал, я был еще ребенком, когда Осман Абдурахманов ушел из жизни, я учился в 4 классе, и я помню полностью село, и старшеклассники копали ему могилу, это было зимнее время. Детским умом своим, свое детство, я помню Османа Абдурахманова, помню, например, у нас был клуб, в клубе у него был свой стул отдельный, он такой огромный, и также помню очень хорошо, в летнее время у нас взрослое население, скажем, мужского пола, если хотя и не все полностью, свободные от работы, от делов, люди собираются на берегу реки. И вот, значит, там что младшие, что старшие, нас старшие закидывали в реку. Осман в середине реки стоял, дети, которые не умеют плавать, там таким путем, где мелководье, туда он перекидывал, с тех вот, где волны, где более глубокие места. И также шутки у него были такие. Вот такого вот, ты чей сын, спрашивает там, ой, твой отец не особо хороший был, но это же время, как дети заревались на него, мы тебя устроим там туда-сюда, он смеялся, ха-ха, такая-то улыбка, смех, все эти моменты. Я помню, когда я был еще, наверное, в 2 классе, я помню, Айвазов, приехал один селак такой же, собрались в этом же клубе, демонстрировали, он демонстрировал, это Айвазов демонстрировал, вроде бы так у него фамилия была, он демонстрировал силовые упражнения, сажал на скамейку 7 человек ногами, самых крупных представителей нашего села, ногами эту скамейку ему поднимал, а потом жонглировал гирами, потом взял гвозди закручивал. И вот это же время у него был вызов Осману Абдурахманову, чтобы с ним он поборолся. И вот, значит, на следующий день в райцентре у нас гимнастические маты, какие-то матрасы, все это собрали и сверху покрывалой
так своими руками защитным покрывалом обтянули все эти маты тоже, и вот они боролись. Он кинулся, я вот на коленях отца, наверное, где-то даже в школу не ходил, или если ходил даже первый класс такого возраста человека был, я помню, как тот Айвазов кинулся к нему в ноги, и Османа он посадил на таз. И это время, но Осман же уже не боролся, он уже после схватки со змеей, как вот рассказывали нам, он болел. Он трудно тросточкой ходил уже. Но в это же время все-таки Осман с ним вышел, и одной рукой натиск этого Айвазова он остановил, а потом встал с этого положения, как в охапку, как мы берем мешок муки, вот так он охапку взял, вот, от себя отшвырнул этого Айвазова, и получилось так, так за ковром по стол судейские коллеги, туда вот он, по стол судей он ушел. Ну, там обиды были там какие-то и заново. А потом второй уже вот после этого броска, значит, они обратно схватились, Осман его поднял как ребенка и положил. И ну, я-то тогда не разбирался, там ну, бледность, там, болезненность, цвет лица человека. И вот мой отец, Мналчурат, и другие его сверстники, которые сидели, смотрели. И вот они между собой разговаривали. Ну, посмотри, какой бледный стал. Наверное, ему плохо, наверное, Осману плохо. И вот этот эпизод, один эпизод из той жизни, который я видел, величие Османа, ее муж. И тело ведь у него тоже, если обратить внимание, так вот, сказать, такое, как мощное атлетическое сложение, так, на мой взгляд, я всегда любил красиво сложенных людей, я всегда любил спорт, спортивных людей, но в это же время, сейчас я вот припоминаю эти моменты, так на вид такой мощный не был, но в это же время он был, у него не было живота, как отец и другие рассказывали мне, я же ему брюшную область не прошупал. Ну, все всегда говорили, у него живот 2 пальца. Это грудное плато, грудная вот эта клетка костяная, оно вот у него до самого, ну, как 2 пальца до паха, вот такой костяной он был. И сам по себе тоже он был одни маслы мощные. Так смотреть на него было, бывает, как какой-то вот в фильмах сейчас показывает разного плана компьютерные выдуманные персонажи. Вот такой величинный человек был с огромными руками, огромными ногами, огромными ушами. Особенно уши, это, конечно, мне показалось, что какие у него большие уши так на вид. И сам очень был добрейший человек. И когда слушаешь старших, особенно в те годы, имеется в виду, когда еще Осман живой был, и потом и дальше, и о доброте Османа. А так Османа, конечно, к нему домой приходили, мы там дрова ему кололи, вот, на зиму там, вот эти моменты тоже были. И также помню его супругу Патимат. Конечно, она была крупная женщина, но по сравнению с ним она была очень маленькая. И вот, корреспондент рассказывал о Орской газете, он их принимал, потом, оказывается, писал хорошую статью в «Нарках». А потом он сказал, вам, говорит, сейчас Патима сделает, говорит, что вы писали, говорит, а вот такой шутник. И также она была из селения Гацаталь, не из нашего села. Вкратце, например, вот эти моменты я помню. Так рассказываю, что его отца я не знал. Отец говорил, что мать была крупная женщина,
а отец его был маленьким. И также отец рассказывал мне, что трехлетний Осман на спине матери. Вот она тащит, и ее звали тоже Карташат. Карт этот, слово на наварском языке, это великанша. И также отец рассказывал, Как кормили его. как кормили его. Мать, вот он сзади на спине, назад закидывала ему грудь, и вот он грудь матери засал, и вот этот момент тоже, который старший рассказывает. Насколько надежда. Да. Вот эти моменты, что запомнилось. Еще один маленький вопрос. Вы долгое время работали в правовой администрации Ильгербургского района. Да, 8 лет. Все время вы проводили эти турниры на ЛПГ. А в последнее время что-то нет. Сегодня тоже этот турнир проходит, но, конечно, не той яркости, не той величии. Если этот турнир мы раньше проводили абсолютный чемпионат среди тяжей, среди тяжелых весовых категорий, как международный турнир его проводили. А сейчас это как календарные мероприятия в памяти Асана Абдурахманова. Каждый год у нас турнир проходит. Но тогда, конечно, когда я был главой муниципального образования, я и спонсоров находил, я и привлекал туда людей, чтобы провести международный турнир. И призы были очень огромные, когда на тот или на другой турнир наши или другие атлеты, когда приезжают, обращают внимание на призовой фонд. И вот я 4 года подряд этот турнир проводил, и туда приезжали из Америки, туда приезжали из Англии, Грузии, потом с других этих, Германии. И самые лучшие из лучших планеты туда тяжи. Я помню, Да. я сколько раз занимался. А сегодня, конечно, этот турнир, память, Календарный. да, вот, календарный, но, скажем, такая мощь, такой размах сегодня этого турнира нет. Ниматулла, я знаю, вы долгое время работали в аварской газете «Красное знамя». Я знаю, что вы были знакомы с Османом Кигунинским, Абдурахмановым. Что вы можете сказать? Да, я работал в республиканской аварской газете, раньше «Красное знамя», а теперь «Истина». Я отдал этой газете 50 лет своей жизни. Вначале работал фотокорреспондентом, потом на различных должностях был. Однажды мы с сотрудником поехали в Гергебель в командировку. После Гергебеля мы решили посетить Османа Кикуни. Мы из Гергебеля до Кикуни пошли пешком, там посетили его. Он с удовольствием принял нас. Вот эта фотография с его женой Айшат. Она была низкого роста, полненькая, добрая, красивая женщина. С ней фотографировал комнаты. Потом я попросил его, чтобы он вышел на улицу, чтобы в комнате слабый свет был. Там я фотографировал его одетый в пальто. Потом, спустя некоторое время, я однажды шел в сторону Госсада по Буйнакской улице Махачкале. И я вижу, против меня идет оттуда навстречу Осман. Люди там много были вокруг него, смотрели на него, а он на них не обращал внимания, только сверху поворачивал голову то вправо, то налево, вот так смотрел. Когда я подошел к нему, он увидел издали меня, узнал, улыбнулся. Мы за руку поздоровались, и он сказал: «О, говорит, написали это в гостях у великана, у Нарта. Моя Ашат покажет вам». Пошутил, улыбнулся. Потом он пошел в сторону гостиницы «Дагестан». Там перед гостиницей, где приподнятое место было, там сел он. И там люди собирались, смотрели на него. Он на них не обращал внимания, только сверху смотрел, то опять поворачивал то налево, то направо.
Еще встреча была с ним когда-нибудь? Вот это, когда это, был съезд, вот эта фотография, которая с людьми, я не помню, это какой год был, и с кем это фотографировал, там тоже я встречал с ним и фотографировал его. Ну, когда вы сказали, Когда эта болгарская делегация приехала сюда, даже Дагестан дружил с Смольянским округом Болгарской республики, там на границе Гергебеля или Вашинского района гергебельцы встречали болгарскую делегацию. Там как тамада был осман, он угощал из рова гостей водкой. Там тоже я его фотографировал. Так я был с ним знаком. вам удачи, спасибо за интервью. Спасибо. Спасибо. Великий легендарный Осман Абдурахманович Кекуна знают все с малых до великих. Это был известный богатырь, который подражали все подрастающее поколение. Я помню его в Махачкале на улице Буйнас гостиницы толпой детей за ним ходили, собирались и так далее. Был такой человек, сам себе скромный, но о нем я читал, что он работал в заводе в Москве, Орджоникидзе, его забрал в Москву, заводы, и он, а также все знали с детства, мы знали, что он боролся нигде никогда, даже с подобными и так далее, никогда он нигде не проиграл, кроме даже он со змеей боролся. Это тоже знают. Мы все с восхищением относимся с тем, и хорошо, что и сейчас любой борец, любой спортсмен республики Дагестана, все знают, кто такой Осман из Кекуны. И хорошо, что его поставили памятник там, благодаря нашему министру спорта нынешней, там будучи глава республики района, то есть Гергебели, Махача Магомеду, поставил это памятник, прекрасный памятник там. Я видел памятник. И хотел бы сказать о том, чтобы таких богатырей очень редко, но зато они являются символом гордости нашего Дагестана, Республики Дагестана и также России. Поэтому о нем, наверное, сверстники же не остались с того времени, которые были, знали его лично, Османа. Но о нем слава идет, о нем никогда не забудет, так же, как наш прекрасный Али, и также прекрасный Суракат и так далее, такие легендарные ребята никогда не забудут Османа Абдурахманова. Поэтому я бы хотел бы, просил бы молодежь изучать биографию Абдурахманова, Османа Кекуны, и подражать его скромности, его уважению к людям и добиться быть такими символами, как он. Удачи вам. Спасибо. Бахаудин, вы долгое время работали директором в школе ЗАО АНО. И еще такой человек, вы большой кругозором. Османа Кекунинского, наверное, хорошо знаете. Османа Кекунинского я знаю с малых лет. Дело в том, что он очень любил, очень хотел, чтобы в Кекуне действительно появилась секция борьбы. И даже был очень обрадован, когда в
1961 году я открыл на общественных началах секцию вольной борьбы, приходил, показывал нам приемы и говорил о себе. А так Осману Абдурахмановичу он был активным участником мероприятий села и района. Долгое время был депутатом районного совета. Потом, значит, на каждом партийном собрании и всегда выступал активным членом, был почетным пионером Икунинской средней школы. Вот на какой-нибудь случай вы говорили, когда вы женились, там вашей супруге он что-то подарил? Действительно, он был на моей свадьбе. Это было в 1958 году. И он принес вот эту самую шкатулку, полную конфетами, и наверху было, значит, эти самые колготки. Вот вообще этот человек был великан, а с партийной вот его достижение, он боролся ли или выиграл ли, вот я хотел бы узнать вот этого Ивана Подумного. Он на этот вопрос он сам не любил говорить. Он говорил следующее, что когда, говорит, я встретился с Иваном Подумным, ну, ему было, говорит, более 50 лет, а мне, говорит, более 20 лет. Ну, разница, где-то, большая разница, говорит. Но поскольку он вышел, говорит, на ковер, мне, говорит, неудобно было выходить. Я вышел, говорит, на ковер и выиграл его. Но об этом, говорит, я не люблю говорить и даже не считаю победой над ним. Еще многие говорят, он с змеей боролся. А он, оказывается, сам говорит, не было такого. Вы уже с ним несколько лет дружил, вот это тоже не говорил. Говорил о том, что здесь он говорил, что его подвели. Вот дрессировщик змеи, ну это, говорит, был метр длиной, 4 метра длиной. Он говорит, как я должен бороться с ней, показывал на себя. Но он был одет, говорит, в теплую одежду. А на меня, говорит, пустили его, когда борцовское трико, это же тогдашнее это было. И меня, говорит, не сила, говорит, давила, а холод. Такой, говорит, холодный был питом, такой холодный, говорит, просто я, говорит, дрожал. После этого даже какое-то, говорит, ущемление для здоровья я получил. И нажать, говорит, его голову. И это означало о том, что я проиграл. А терпеть, говорит, надо было. Сколько рост был вообще? Рост, как он говорил, был 207 старости, 209 молодости. Но иногда показывают, пишут сейчас и 37, и еще больше. Но я говорю, зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Другой, третий. Они говорят, видите, теперь, говорит, химическим ростом, говорит, выше его. Чтобы, говорит, людям не показалось, что не такой уж он высокий был. Да. А вес 156 килограмм? 156 килограммов вес. Ну, обычно он, понимаете, купался вместе с нами, со всеми. Молодые на него начали нападать, другой, третий. Когда он залез в воду, все говорят, давай на лодку, а он по одному их швырял. Бабуля, вам спасибо огромное за такой рассказ. Ну, я рад, что спасибо вам за то, что решили говорить о нашем земляке, о человеке, которого знал весь Дагестан. Весь мир. Да, даже весь мир. Да, весь мир знал бы, как говорил Расул Гамзатов. Как Расул Гамзатов сказал, если бы, говорит, в свое время, говорит, он получил, говорит, хорошего тренера, он был бы, говорит, прославленным человеком на весь мир. Так ведь? Да. Господин, про Османа Кукунинского можете что-нибудь говорить? Да, я действительно это могу сказать, потому что я с отцом, мы ехали на поезде, там за билетом стояли на вокзале. Вот такой случай, я тогда совсем маленький был, я помню так. И там, когда он появился уже на этот вокзал, но все люди там смотрели, я тоже маленький был тогда, это какой год, тоже не могу это вспомнить. И вот я помню, вокруг него ходил, смотрел, в первую очередь на его туфли. Вот, мне было интересно, и снизу вверх смотрел на него.
Ну, очень такой приятный такой вот ход здоровый, ну, вот такой здоровый, вот такой был мужик. Ну, вот с того времени, по сегодняшний день уже мне самому сейчас 72 года, я уже приятно вот это сами видеть, и сегодня вот эта история его, я даже его, когда в школе еще работал, там тоже в нашем музее, значит, висит его фотография, его успехи, где он выступал там и так далее, и так далее. И был, конечно, там, он не раз там видел, это памятник там возле Дворца спорта, это прекрасно. Вот такой был наш спортсмен великий, который и показал и в борьбе, и в других спортивных мероприятиях, принимал участие активно вот в то время. Удачи вам, Джумаде. Спасибо. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, гости. Мы очень рады вашему приезду. Вот насчет Османа Кикунинского, великана Залима. Вот я сам из селения Аймаки, этого же района. Но чем я еще больше, лучше кикунинцы знали об этом человеке, великом человеке и знают о нем. Просто раз вы ко мне в гости приехали, конечно, это мне будет, как говорится, минус, если я ничего не знаю об Османе Кикунинском великане. Этот человек был всемирно известным человеком, не то что в тогдашнем Советском Союзе, был он известен, можно сказать, во всем мире. Этот человек, селение Кикуни Гергемского района, с детства, с юности Осман был выдающимся таким человеком, и Богом, и природой даренная сила у него. Это не осталось незамеченным. Ну, Осман, он был даже знаком с наркомом тяжелой промышленности СССР Орджоникидзе Серго. С ним тоже, даже он его взял туда, в Москву, говорили, и там занимался, он занял там даже в Советском Союзе везде первые места. В селении Кикуни Гергемского района тоже вышли немало таких выдающихся спортсменов. Ну и заодно и полностью в Гергемском районе, и в Гергебеле, и в Кикуни, и у нас в селении Аймаки. У нас тоже вышли выдающиеся спортсмены. Есть тоже. Ну, Осман Кикунинский, он боролся с Иваном Подобным, даже с такими выдающимися личностями. Ну, вот так он говорили, боролся и никогда не был, кроме победы, ничего он не видел. Был человек, гордость района, гордость нашего Дагестана. Спасибо вам огромное, что приехал сюда нам интервью давать. Вам Удачи. тоже. Спасибо, Баркала. Ва алейкум ассалам, дорогой Мухаммад. Давно уже мы с тобой не встречались, а у нас раньше были интересы. Ты очень увлекался, снимал фильмы. Ну, я тоже старался тебе как мог помочь. Вот сегодня, раз ты пришел ко мне, хочешь, чтобы я рассказал мои встречи с Османом из Кикуни. Ну, были такие встречи. Мы снимали фильм о Алию, пятикратном чемпионе. Этот фильм был художественный, документальный. Поэтому роль Али играл артист. С этим артистом, с этой бригадой мы были в Кикуни и посетили Османа. Ну, Осман нас так хорошо принял, и вечером даже куда-то пойти нам не разрешил, сказал: вы мои гости, у меня будете гоститься. Вот. И, конечно, я много слухов было, что как он боролся, какой он был силач и так далее. И поэтому у меня были очень много вопросов к нему. И с большим интересом я и мои друзья слушали его. Один из вопросов я задал ему, как он стал таким борцом. Он рассказал, как он в мельницу ходил с ишаками. И друг говорит: слышу сигнал машины, отгоняю этих ишаков, чтобы дорогу им дать. Это ишаки не идут,
не дают дорогу. Я взял с этими двумя мешками один шаг, взял охапку и в сторонку, который, чтобы не могло мешать машине. И это время проехал машина где-то метров 10-15, остановился, говорит, машина, из машины пришли пара, 2-3 человека, и с большим интересом начали со мной общаться. И спросили, кто я, как я, куда я, все это. Ну, я им рассказал, что я, значит, житель селения Кикуни, живу там и так далее. Вот в мельницу еду, чтобы за мукою. Вот. И они, говорят, сказали, вот таким человеком такого сложения, это он должен быть работником цирка, он должен быть борцом и так далее, и так далее. Вот. И спросили, чем я занимаюсь. Ну, я, говорит, сказал, что какая работа будет там в селении, кто что попросит, я это выполняю. Они сказали, надо, а учишься. Я говорю, там у нас начальная школа, только начальную школу я закончил, вот, теперь дальше уже не учусь. Они сказали, в общем, мы тебя отправим в Москву, цирковую школу, там ты высшее образование цирковое получишь. И это для нас и для республики, и для тебя и очень, очень с большой пользой дело. Ну, я обрадовался и так послушался их, они действительно помогли отправить меня в Москву, и я учился в Москве. Ну, меня предупредили, что я этот институт пройду, но диплом высшего образования не будет, но у меня будет специальность. Вот. И почти там несколько лет учился в Москве. После этого я, говорит, работал в цирке, там то, что они просили, я выполнял это. Вот. И тогда он начал бороться. И в борьбе имел огромнейший успех. И я тогда ему задал вопрос. Я говорю, я в газете прочел, что ты как будто со змеем боролся. Как это было? Он говорит, да, люди всегда преувеличивают мои возможности. Никакой борьбы с змеем не было. Но были встречи с знаменитыми борцами, и над ними были победы, и мои победы над ними. Вот. Он очень скромный человек был, очень скромно о себе рассказывал. И это, конечно, было нам очень и очень приятно. И я попросил его, когда мы уезжали, чтобы натурные съемки с нашей бригадой, чтобы сделать, и с этим артистом Али Алиевым, как он будет прощаться, вот эту сцену организовать. Ну, он послушно все это задание, то, что я просил, он выполнил. И, в общем, у меня навсегда в жизни осталась вот эта встреча с ним. Так, прощание я попросил его нас проводить, чтобы натурные съемки сделать. Потом попросил, чтобы он поговорил с Али, это с артистом, который играл роль Али Алиева. И с ним, в общем, с бригадой вместе мы сняли это кадры. Что интересно было, как среди нас он высокий вообще, от нас отличался вообще. И я просто, в общем, очень и очень его ценю, его скромность человеческий. Такой простой он человек вообще. И так простой у нас было, в общем, с ним такая встреча, приятная, теплая. И навсегда у меня в памяти сохранилась эта встреча. Еще один маленький вопрос, что в ваших уст, чтобы люди слышали. Он и вам подобное выигрывал? Да, это он говорил, была, говорит, у меня встреча с известнейшим борцом Иваном Подубным. Ну, может, говорит, он уже и в возрасте старше меня. Ну, я, говорит, выиграл у него эту борьбу. Вот. И другими, в общем, ну, я уже не помню этих борцов.
Ну, а вот с Иван Подобным, это всегда я сравнивал тем, что он никому никогда ничего не проигрывал. А в данном случае, когда он рассказал, он говорит, это правда, то, что у него я выиграл борьбу. Здоровья, счастья вам, дорогой наш. Сахли рохль, васхи, авадан шли вперед.